Рахмон начал свою рабочую поездку в Агдат. В Кулябе задержан госчиновник за присвоение 184 тысяч сомони. Узбекское гражданство за $1 миллион США. Иран утверждает, что дроны Абабиль-2 не используются в пограничном конфликте Кыргызстана и Таджикистана. Украинская разведка озвучила страны, которые помогают России в войне. Президент Таджикистана Эмомали Рахмон сегодня утром начал свою рабочую поездку в город Вагдат, где примет участие в открытии ряда объектов. Как сообщает пресс-служба президента, в центре города президент принял участие в сдаче в эксплуатацию 4-этажного здания исполнительного комитета Народно-демократической партии Таджикистана в Вагдате. Также в Агдате с участием президента состоялось открытие нового 3-этажного учебного здания общеобразовательной школы номер 3, рассчитанного на обучение 720 учащихся в 2 смены. Затем в центре города Вагдат Эмомали Рахмон сдал в эксплуатацию лечебно-диагностический центр «Хоким», построенный отечественным предпринимателем Эмомали Азимовым. Рабочая поездка президента в Вагдат продолжается. В Таджикистане по подозрению в присвоении, растрате и служебном подлоге задержан директор госучреждения по наружной рекламе и благоустройству города Куляб Мураджон Махмадуллу. Об этом сообщает антикоррупционное ведомство страны. Отмечается, что он взял из бюджета учреждения 184 тысячи сомони для собственных нужд. Когда был задержан подозреваемый, не сообщается. В отношении него возбуждено уголовное дело по статьям «Присвоение или растрата» и «Служебный подлог» Уголовного кодекса республики. По первой статье ему грозит штраф в размере до 2700 показателей для расчетов или лишение свободы на срок от 10 до 15 лет. По второй статье штраф в размере от 250 до 365 показателей для расчетов, либо исправительной работы на срок от 1 года до 2 лет, либо лишение свободы до 2 лет. Начальник генштаба вооруженных сил Ирана Мухаммад Багири 9 ноября провел телефонный разговор с министром обороны Кыргызстана Бактыбеком Бекболотовым. Как сообщило агентство ИРНА, стороны обсудили важные вопросы в регионе. Багири отметил, вооруженные силы Ирана готовы развивать оборонное сотрудничество в различных образовательных, оперативных и разведывательных аспектах с Кыргызстаном. Поблагодарив правительство Кыргызстана за положительное голосование за присоединение Ирана к Шанхайскому договору, Багири подчеркнул, что, учитывая пограничные споры между Кыргызстаном и Таджикистаном в сентябре, Иран всегда заявлял о своей готовности оказать любую помощь в мирном разрешении и предотвращении любого конфликта. Говоря об отправке иранских беспилотников в Таджикистан, он сказал, что беспилотники Абабиль-2 обладают только разведывательными возможностями и не оснащены оружием и наступательной техникой. Багири добавил, что вооруженные силы Ирана всегда подчеркивали, что вооруженные силы Таджикистана не должны использовать беспилотники в пограничных спорах, передает ИРНА. Бекболотов в свою очередь заявил, что политические отношения между Ираном и Кыргызстаном основаны на двухсторонних отношениях и доверии, добавив, что вооруженные силы Кыргызстана готовы развивать сотрудничество с вооруженными силами Ирана. Россия обращалась за помощью для ведения военных действий против Украины не только к Ирану, но и к Китаю и Северной Корее. Кроме того, Казахстан и Узбекистан помогают Российской Федерации обходить санкции. Об этом сообщил представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Вадим Скибицкий в интервью «Ла Република». Они также обращались в Китай и Северную Корею, возможно, в Кыргызстан за поставками оружия, в частности шаров для РСЗО «Смерч» и «Ураган». Есть страны, такие как Казахстан и Узбекистан, которые помогают России обходить санкции, продавая им американские и японские гражданские компоненты, необходимые для создания ракет, сказал он. Представитель ГУР отметил, что у россиян нет суперсовременного оружия, которое они демонстрируют на военных парадах. Это просто инсценировка. Москва не может сама производить высокотехнологичное оружие, поэтому обращается к другим странам, добавил Скибицкий. Министерство инвестиций и внешней торговли Узбекистана разработало поправки в закон о гражданстве Узбекистана. Они выставлены для общественного обсуждения. Согласно законопроекту, предлагается внедрить упрощенный порядок приема в гражданство Узбекистана иностранных граждан или лиц без гражданства, которые инвестировали не менее $1 миллиона США в эквиваленте в инвестиционные проекты в стране.
На такой порядок смогут претендовать не только инвесторы, но и известные ученые, спортсмены, деятели культуры и искусства из других стран. Выдача свидетельства о внесении инвестиций займутся Центральный депозитарий ценных бумаг или Агентство государственных услуг. Этот документ будет прилагаться к ходатайству о приеме в гражданство Узбекистана. Законопроект разработан на основе поручения администрации президента от 10 марта и дорожной карты правительства о создании дополнительных условий для использования возможностей туристической сети в условиях назревающегося международного кризиса. Ожидается, что принятие поправок повысит инвестиционную привлекательность страны, увеличит поток иностранных инвесторов, привлечет внимание международно-делового сообщества к инвестиционной среде Узбекистана и повысит авторитет страны на международной арене.